полюбоваться на деревья, почитать любимые книги или просто пообщаться с любимыми соседями. И это, несомненно, праздник для всех нас. И вот настал этот торжественный момент. Право разрезать красную ленту мы предоставляем заместителю генерального директора по капитальному строительству компании «Якутскэнерго» Шергину Александру Арнольдовичу и председателю Совета МКД Дзержинского 9 ЕКНК Захарову Александру Семеновичу. Слово предоставляется председателю Совета многоквартирного дома Дзержинского 9 ЕКНК Захарову Александру Семеновичу. Добрый день, уважаемые жители нашего дома, соседи. Здравствуйте, представители управы строительного округа. Здравствуйте, Александр Арнольдович, наш благодетель, да? Жалко то, что нету генерального директора вашего, Александра Степановича. Ну, как бы, в общем, я хотел бы отметить, да, то, что многие, наверное, знают, наверное, да, то, что данный двор раньше с собой представлял такую, скажем, гаражную свалку. Тут было 43 гаража, тут было вокруг ТП был такой, тоже такой, ну, очень грязно, очень безобразная ситуация, да. И я очень рад, то, что благодаря, получается, поддержке жильцов нашего микрорайона, нашего двора, поддержку получает компания «Якутскэнерго» и лично Александра Степановича Слоика, да, и мэрии города Якутска, тогда был Василий Сергеевич Николаев. Наш двор в 51-м квартале города Якутска преобразился. То есть у нас сначала, мы построили сначала детскую площадку, построили территорию, дворовую, дороги и прочее, да. Сейчас, получается, при поддержке «Якутскэнерго» мы построили данный сквер. Это очень хорошо, потому что земля тут очень хорошая, да, дорогая. Тут могли построить какую-то очередную свечку, да, был бы очередной муравейник. А сейчас, получается, для наших соседей, для жильцов тех домов, получается, мы сделали при поддержке «Якутскэнерго» такую хорошую, я считаю, именно за счет социальной ответственности и гражданской инициативности сквер. С чем я вас и поздравляю, да. И также я хотел, получается, от лица всех жильцов поблагодарить генерального директора Александра Степановича Слоика, да, и, ну, как бы его сегодня тут нету, ну, прошу, вы, думаю, передадите, да. От лица всех жильцов дома улицы Дзержинского 9 благодарим вас и весь коллектив ПАО «Якутскэнерго» за строительство и благоустройство сквера. Так, это еще и не все. Также благодарим, получается, уважаемого Николая Анатольевича Бочкова, также от лица всех жильцов дома улицы Дзержинского 9, благодарим за содействие в строительстве данного сквера. Тоже передайте. За всех я, да. Так, спасибо, Саша. Тоже. Благодарственное письмо Слоику Александру Степановичу, генеральному директору ПАО «Якутскэнерго», председателю правления ПАО «Якутскэнерго». Уважаемый Александр Степанович, от имени правительства Республики Саха-Якутия и от себя лично выражаю благодарность за добросовестный и плодотворный труд, большой вклад в развитие комфортной городской среды 51-го квартала города Якутска. Выражаю вам искреннюю благодарность и глубокую признательность за высокий профессионализм, сотрудничество и вклад в социально-экономическое развитие Республики Саха-Якутия. От всей души желаю всем работникам ПАО «Якутскэнерго» неиссякаемой энергии, здоровья, семейного благополучия и успехов. Заместитель председателя правительства Республики Саха-Якутия Ольга Валерьевна Балабкина. Такое же благодарственное письмо вручается ЕКНК Захарову Александру Семеновичу, председателю Совета многоквартирного дома Дзержинского 9. Спасибо. Слово предоставляется представителю управы строительного округа
Антоновой Сарбелане Мироновне. Доброе утро, дорогие гости данного мероприятия. От имени управы строительного округа и лично отца Анатольевича Михайлова позвольте поздравить вас с открытием сквера и вручить благодарственное письмо Александру Семеновичу. За участие в социально значимых мероприятиях, активную жизненную позицию, общественную работу с населением и личный вклад в благоустройство территории строительного округа. Желаем крепкого здоровья, успехов в вашей деятельности, благополучия, мира и радости вам и вашим близким. Спасибо. Спасибо. Приглашаем всех гостей на дружеское чаепитие. Угощение нам любезно предоставил наш любимый магазин «Корзинка». Шевгин Александр Арнольдович, заместитель генерального директора ПАО «Якутскэнерго». Значит, здесь располагалась, на этом месте, где сегодня сквер, открываем трансформаторная подстанция, обеспечивающая весь квартал надежным, скажем, электроснабжением. При этом ресурсный срок этой подстанции был уже на исходе. И когда ДЭОС обратилась, это застройщик многоквартирного дома, который мы видим, здесь стоит на углу улицы, пересечение улицы Дзержинского, и Бояркова, с мощностью, которая не могла обеспечить данная подстанция. То есть в совокупности всех вот этих вот моментов ПАО «Якутскэнерго» был разработан проект с мощностью, обеспечивающей, значит, все нагрузки, которые здесь еще могут возникнуть в перспективе. Ну и, соответственно, с учетом повышения надежности электроснабжения данного квартала. Значит, по разработанному проекту мы вынуждены были, значит, взять дополнительное отчуждение земельного участка, потому что снести существующую подстанцию без уже выстроенной подстанции, это технически просто невозможно. В этой связи, значит, у нас возникли некоторые разногласия с общественностью, значит, этого квартала, поскольку, значит, ту территорию, на которую мы установили сегодня вот самую новую технологическую подстанцию, значит, вы тоже наблюдаете рядом, не хотели, не желали использовать, значит, под какие-то другие направления нужды. Нашли взаимопонимание через переговоры длительные и, собственно говоря, выполнили ту работу, которая сегодня вот здесь дает возможность, значит, жителям этого квартала, ну, радоваться, наверное. Вот, вкратце такая ситуация. А вы же помните, когда мы тоже здесь были, когда строилось, подъездных путей не было, асфальта не было, как-то все сложилось удачно для этого дома, да? А тут уже с администрацией города в совокупности по тем программам, которые сейчас администрация, значит, здесь озвучила, совпало вот удивительным образом, значит, и в целом получилось достаточно красиво, в целом для квартала. Нужно ли поддерживать такие инициативы? Да, безусловно, конечно. Причиной всему, что мы бы сделали здесь планировку на месте снесенной, скажем так, трансформаторной подстанции, на этом бы все остановилось. Каким образом была использована эта территория под стоянку автомобилей или другим назначением, может, склад, другие, я не могу сегодня прогнозировать, но именно вот активисты этого квартала организовали вот этот сквер, который сегодня здесь у нас находится. И такой интересный вопрос для наших зрителей, и для вас тоже. Вот, и жителей тоже удивили. Давайте пойдем посмотрим. Здесь кое-что сделали, как прямо в Голливуде, да? Давайте посмотрим. Это вот для каждого спонсора, да, так получается. Александр, будешь делать, нет? Нет, конечно. А вы как к этому относитесь? Вот, обычно вешают же их, а здесь положили. Скажем, страна должна знать своих героев. Ну, вот данная табличка отражает этот момент. Ну, а идея, как и где разместить, значит, это сообщение, ну, тут уже на выбор, как бы, вот, инициативной группы. Спасибо. Александр, а вообще идея здесь будет потом как в голливудском, да? Ну, конечно. То есть здесь вот у вас есть мы должны отходить от стандартных решений, да? И быть более
с новым видением. Почему в Якутске вообще нигде нет бульвара такого, да? Ага. Звезд, допустим, или хороших людей, например, да? Почему бы и нет? Групповое фото, те, кто пришел, кто смог.